Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Здравствуйте, дорогие соотечественники! Меня давно не было, я давно не выпускал ролики, потому что был занят работой. У меня тоже есть работа, где я должен присутствовать и выполнять свои обязанности. Целью сегодняшнего выступления послужит такая вещь, как Всеобщая декларация прав человека, которая принята в 1948 году на сессии, если не ошибаюсь, 177-я сессия, пленарное заседание ООН 8 декабря. Вот. И на ней было принято такой документ, как Всеобщая декларация прав человека, где предписывалось, что если государство является светским, демократическим, то соблюдение этих 30 пунктов, которые находятся в Всеобщей декларации, они обязательны. Потому что если государство называет себя светским и демократическим и не соблюдает хотя бы один пункт, оно не является демократическим. Я хочу поэтапно, по частям, чтобы слишком большого не было нагрузки, рассмотреть и рассказать гражданам Туркменистана о всех этих 30 пунктах. Чтобы не было слишком много и люди как-то не усвоили, я разобью их на 3 части. Первое выступление 10 пунктов. Потом еще 10 и еще 10. Но прежде я хочу зачитать введение к этим пунктам. Она гласит: преамбула. Принимая во внимание, что признание достоинства, присущее всем членам человеческой семьи, в равных и неотъемлемых прав, их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение в правам человека привело к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений, и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей. Принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона, в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения. То есть для чего эти права человека были приняты? Чтобы народ не восставал, чтобы не происходила смута, чтобы не было восстаний, которое сопровождалось огромными человеческими жертвами и лишениями. Для этого эти права человека были провозглашены. Принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами, и принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в уставе свою веру и в основные права человека и достоинства, ценность человеческой личности и равноправие мужчин и женщин, решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большой свободе. И принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать в сотрудничестве Организации Объединенных Наций всеобщему уважению и соблюдению прав человека. Что это означает? То, что все страны-члены ООН, они обязуются содействовать правам человека, соблюдению прав человека каждой в своей стране. Потому что тогда вопрос, а для чего они являются членами ООН, если они это подписали, а на деле не выполняют? Туркменистан, когда стал членом ООН, она подписала это. Она согласилась, что у нее это будет, что она будет это выполнять и будет стремиться. Но на самом деле
не мне вам говорить и рассказывать, как она стремится и как она соблюдает. Продолжаем дальше. Принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства, Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства, с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества постоянно имел в виду настоящую декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод, обеспечению путем национальных и международных прогрессивных мероприятий всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов, государств, членов организации, так и среди народов территорий, находящих под их юрисдикцией. Дело все в том, что конституции всех демократических государств, да практически всех конституций, они создавались на основе и базируются полностью на всеобщей декларации прав человека. И туркменская конституция в этом не исключение. Там тоже есть это все. Просто там статьи другие. Ну вот теперь же давайте мы приступим к тому, чтобы подробнейшим образом рассмотреть все эти статьи и комментировать. Статья номер 1. Все люди рождаются свободными и равными в своих достоинствах и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Это правда. Это правда для всех тех стран, где есть демократия. Но, увы, к сожалению, у нас это неправда. Статья номер 2. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей декларацией. И без какого-то не было различия, какого-то отношения расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющей или какое-нибудь ограничение в своем суверенитете. Теперь же скажите мне, дорогие мои соотечественники, какими правами обладаете вы? Вы понимаете, дело все в том, что туркменистанцы в своей стране не могут реализовать никакие свои права. Да ни в чем. Мы видим везде беспредел властей. Они делают, что хотят. Закон и право – это то, что говорит президент. И людишки пониже. Даже туркменистанец гораздо больше может надеяться на права человека в других странах, чем в своей стране. Яркий пример тому случай с Нурсултан Тагановой. Государство Туркменистан хотело растоптать ее права на убеждение, на свободу, но правозащитные организации и ДВТ сделала все, чтобы этот принцип заработал в отношении Нурсултан Тагановой. И он заработал, она получила политическое убежище в соответствии с законом. ДВТ и правозащитники ни с кем не договаривались. Нигде вот этого не было. Все по закону. И она получила политическое убежище. И ее права на свободное волеизъявление своих убеждений восторжествовало. И Туркменистан, который декларирует эти права, а на деле их не выполняет, остался ни с чем. Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Но это очень смешно об этом говорить
в Туркменистане. Если ты попал под раздачу, если тебя арестовали, ты уже ничего не сможешь сделать. Адвокатура – это просто кастрированная структура, которая ничего не может делать абсолютно. Преобладает право прокурора и право судьи. Вот что они захотят, то и сделать. Неприкосновенность. Ну, не мне вам рассказывать, дорогие туркменистанцы, как у вас снимает кондиционеры, как заставляет заклеивать пленки на окнах, как заставляет убирать решетки. Это и есть отсутствие права на неприкосновенность вашего жилища, а следовательно и вас тоже. Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещается во всех видах. Ну, мне не надо здесь с пеной у рта доказывать, что в Туркмении не используется подневольный труд. Это завуалированная форма рабства. Не буду рассказывать сказки, но от нашего хлопка, от нашего текстиля отказались многие ведущие компании, занимающие производством текстильной продукции, потому что в Туркменистане используется подневольный труд и труд в рабстве. Такие как Икея, такие как компании в Америке, в США, везде, Дольче Габбана и прочее, они перестали закупать этот хлопок, потому что он собран с помощью подневольных работников, оплачиваемых как за гроши, считай рабов. Поэтому, как говорится, факты налицо. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению наказания. Ну, я не открою большого секрета, что в полиции бьют. И в следственных изоляторах тоже бьют. И сотрудники Комитета национальной безопасности этих заплечных дел мастера тоже бьют. Бьют. Это и есть пытки и истязания. Выбивает показания, колят психотропные средства, чтобы сделал покаянное лицо и по бумажке зачитал, что он признает себя виноватым. Это правда. Статья 6. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Ну, я могу одно сказать, что человек, где бы он ни находился, за границей, если он гражданин Туркменистана, посольство, консульство не должны от него отказываться. Они должны взять его под защиту. Он относится со своими правами к именно субъекту, такого как государство. И государство должно сделать все для его защиты. Но кто-нибудь может сказать, что я обманываю, говоря о том, когда Туркменистан не вывозил своих граждан во время так называемой пандемии коронавируса, и факт которого Туркменистан отрицал. То есть в Туркмении нет коронавируса. Но и граждан своих не будем забирать, боясь заражения. Но простите, это ваши граждане. Сделайте условия для карантина и вывозите. А не так, что через несколько месяцев, когда огромное количество людей умерло в Индии, которые уехали на лечение,
когда погибли эти ребята в Стамбуле, и Туркмения ничего не сделала, чтобы их вывести и отдать родственникам, вот это и есть отсутствие правосубъектности. Я обращаюсь к гражданам Туркменистана, которые за границей. Вы для своей страны никто, и она вас бросит. Статья 7. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на разную от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Но тут даже не стоит комментировать. Ни о каком равенстве перед законом и речи быть не может. Пример, пожалуйста. Всем запретили ездить на черных машинах, а один племянник ездит на темной машине. Его машина часто стоит около супермаркета «Камал». Это, если не ошибаюсь, вот это где аллея от вечного огня, там в новой элитке построили, оборудовали супермаркет «Камал». Там постоянно стоит машина с темным цветом и с блатными номерами. Но это мелочи. Статья 8. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Ну, то есть, если человека несправедливо осудили или, например, уволили, и он добился по суду оправдательного приговора, ну, государство обязано содействовать, чтобы его восстановили на работе и выплатили ему все то, что он не получал во время несправедливых действий по отношению к нему. Ну, я не знаю, я долгую жизнь прожил. Я не слыхал о таких фактах в Туркменистане. То есть я не видел таких случаев, где человек восстановился на работе и еще что-то получил с этой работы. Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Ну, комментировать тоже нет смысла. Не стоит рассказывать об этом вам, граждане Туркменистана, о том, сколько людей арестовали, произвольно, сделали быстро, моментальный показательный суд, осудили и дали срок. Вот. Ну, про факты изгнания я, конечно, не слышал, но Советский Союз такого рода вещи практиковал. И, наконец, на сегодняшний последняя статья, 10. Каждый человек для определения его прав и обязанностей, для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на том, чтобы его дело брало осмотр гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Да, это есть, но этого нет. И яркий пример тому, когда совершенно недавно арестовали Пагамберде Алабердыева из города Балканабада. Ему предъявили хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений. И был ролик в YouTube, где ясно говорилось о том, что суд был закрытый, и суд происходил в СИЗО. У меня такой вопрос граждан Туркменистана. Как это соотносится со статьей 10 Всеобщей декларации прав человека? Банальная статья хулиганства и нанесение тяжких телесных повреждений. Но ни родственники,
ни друзья, ни знакомые, ни свидетели не были допущены. То есть даже свидетель, тот, кто с ним находился, даже он не был допущен в зал суда. Тогда у меня вопрос, дорогие мои друзья, о какой беспристрастности может быть идти речь? И это была заказуха, где судье и прокурору сказали, сколько ему нужно дать. А для этого, чтобы было меньше свидетелей, не были допущены ни родственники, ни знакомые, даже свидетели не были допущены. Поэтому я и говорю, что в Туркменистане нет никакого беспристрастного суда. Я сам сталкивался, ну, правда, это было в жилищном вопросе, когда судья и прокурор абсолютно игнорировали новые законы, и я им указывал, и выносили решения в относительно меня по старым советским законам. Как говорится, как говорят у юристов, есть закон, а есть сложившаяся практика. Вот в Туркменистане сложилась практика принятия решений в суде на основании устаревших законов. То есть путем игнорирования ваших элементарных прав. На сегодня это 10 пунктов, о которых я хотел вам рассказать. Что я могу сказать? Все, что я говорил, это не плод моей фантазии, это не мои выдумки. Это написано черным по белому. Я ничего не придумал. Кто не верит, скачайте это и убедитесь, что все, что я говорил, это абсолютная чистая правда. Я просто перечислил, озвучил эти статьи и дал вам пищу на размышления. Скажите, вот в этих 10 статьях соблюдает ли Туркменистан наши права? Делает ли он то, когда говорит на международных площадках, что мы демократическое светское государство? Я думаю, вряд ли. Я думаю, люди изнутри подтвердят, что я говорю правду, а вот официальные лица на всевозможных трибунах ООН, ОБСЕ, они лгут. Они лгут с нашего молчаливой подачи. Мы молчим. Мы не требуем свои права. Я хочу сказать гражданам Туркменистана, что международные акты стоят всегда выше внутреннего законодательства. Потому что они приняты на международном уровне. И каждая страна, в том числе и Туркменистан, их подписали. И если это принимается, все государства, которые это подписали, обязаны менять свое законодательство в соответствии с этим. Если они себя позиционируют светским, демократическим государством, где соблюдаются права человека. То есть Туркменистан это подписал. Хотя это было принято в 1949 году, но условием вступления в ООН является именно подписание всех этих документов. И очень часто официальные лица в Туркмении говорят, что Туркменистан привержен соблюдению международных обязательств. Вот это есть международное обязательство. И то, что я перечислил, эти обязательства они не соблюдают. Они не соблюдают, потому что мы все молчим. Они обязаны это соблюдать. На этом хочу с вами попрощаться. Подписывайтесь на мой канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки или дизлайки. А все остальные, кто захотят написать какую-то гадость, я вам всем говорю, удаляю и блокирую, даже не задумываясь. Поэтому не старайтесь и не тратьте
в свое время. И самое главное, не мучайте клавиатуру. На этом хочу с вами распрощаться. Всем вам здоровья, благ, успехов. Распространяйте это видео, говорите со своими знакомыми, близкими, просвещайте их. Народ имеет право. У вас есть право. Пора их потребовать. Всего доброго.